Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какого мужчину ведут к вам ангелы? Что это за мужчина? Кто он такой? И для чего ангелы ведут его в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Мужчина такой прям необычный. Большая буква Я, кость, ключ, корона. Серьезный человек, сам себя сделал. Вот, сам себя сделал. Все, что у него есть, всего добился тяжелым трудом, всего добился своим умом, всего добился сам. Ключ. Ну, это он ключевой мужчина в вашей жизни. Он не просто так идет. Либо сама судьба так решила, либо время пришло, либо этот мужчина действительно должен изменить вашу жизнь, открыть вам дверь в новое счастливое будущее. Корона говорит о его статусе. То есть мужчина, скорее всего, имеет хорошую должность, является руководителем там, начального звена, среднего, либо топ-менеджер, может быть еще и собственник своего дела, да, вот хозяин своего дела, на себя работает. Корона еще также может указывать, что у мужчины благородное происхождение. Может быть сильно-сильно разбавленным, но тем не менее, да, вот прям род такой королей, королев, то есть потомок, да, потомок такого прекрасного рода. Кость. Крепкий, очень крепкий мужчина в плане здоровья, выносливости, выдержки. Крепкая кость у него. Белая кость тоже может быть и тоже может говорить о его роде, да, из славного рода людей. У кого-то эта кость может говорить о том, что у мужчины был серьезный перелом в прошлом, такой, знаете, который люди говорят, ну нельзя восстановиться, а он восстановился. То есть он может делать то, что другим невозможно, не по силам. Характер, конечно, у него непростой, я обманывать не буду. Здесь, знаете, человек чести, слова, дела, но при этом очень требовательный, прям невероятно требовательный. Вот любит, чтобы все было вот как правильно, да, даже не так, как он хочет, а чтобы как правильно, вот как по инструкции, как по правилу, как по там, указанию, по приказу, да, вот чтобы все было именно так. И нет такого, что вот на глаз, да, он такое вообще ненавидит. Если написано там 20 грамм, то ровно 20 грамм, да, а не так, что на глаз люди насыпают. Ну, это так, примером говорю. Очень требовательный, очень педантичный, очень такой, вот знаете, что порядок блестело на своих местах. Вот верят, что если порядок как вокруг, то и в голове порядок. Так что, мои хорошие, если у него, конечно, подчиненные, то да, там по-другому никак. Но с другой стороны, он ведь и в семье, и в доме такой требовательный. Вот. Если вы женщина характерная, да, и его характер, да, на ваш характер, наверное, будет непросто. А если вы, ну, например, как раз-таки уважаете таких людей, да, которые не только требуют, но и своим примером показывают, то это отличный вариант. Смотрите, я вижу, что вас сведут для четверки. Видите, вот она четверка прорисована. Но перед четверкой будет какое-то задание, испытание для этого мужчины. То есть что-то он должен пройти, чтобы вам доказать, что он достоин именно четверки. Что вы должны рассмотреть его в качестве четверки. Ну, четверка — это про семью, про пару. Да? Это не просто пара, это именно семейная пара. Вот. А испытание, то ли он должен что-то для вас сделать, то ли защитить, то ли спасти, то ли вмешаться, то ли, может, что-то
ну вот вам, для вас и вам, чтобы вы увидели в нем не только профессионала, а он ведь очень крутой профессионал, но и достойного вас мужчины. Почему это важно? Потому что вы, девочки мои, уже натерпелись. Я вижу много страданий в вашем прошлом. Я вижу, что вы так мучились в отношениях, что и врагу не пожелаешь. И кто-то из вас прям уже четко так: я никого не хочу. Вот никого не хочу, чтобы духу мужского не было, да, потому что все они одинаковые, там гуляют, изменяют, обижают, ни во что не ставят, да, у вас там прям целый список претензий к мужчине есть. Кто-то для себя эту тему уже закрыл, а кто-то в таком состоянии, что вот-вот закроете. То есть постоянно разочаровываетесь в мужчинах, постоянно вам попадается такой контингент мужчин, когда вы думаете: да ну, гори оно все синим пламенем, да, зачем мне эти мужики нужны. Да, вижу, что опыт тяжелый, и настроение у вас нерадостное по поводу мужчин. Вы уже как бы особо не ждете. Как взрослая девочка в чудеса уже не верите. Вот, скорее всего, да, мужчина должен будет пройти испытание, чтобы доказать, что он достоин четверки с вами, чтобы вы на него обратили внимание. Да, вы видите, если мужчина хороший и симпатичный, но это не значит, что вы готовы с этим мужчиной общаться и встречаться. Тем более я вижу, что в недавнем прошлом у вас уже был такой опыт, что мужчина хороший во всех отношениях, и даже вам понравился. Но вы так посмотрели на него и думаете: да ну, не хочу, даром не надо. Да, и сами вот прервали общение, либо не стали продолжать общение, знакомство. И вот разошлись, как в море корабли. И чтобы этого не случилось, вот мужчина через испытание войдет в вашу жизнь. Его испытывают в том, что он для вас делает, да, чтобы вот на ваших глазах он доказал, что он не только на словах герой и весь такой ладный, статный, но и действительно что-то делает. Я вижу, что у вас к этому мужчине вот первоочередное — это будет чувство благодарности. Вот прям хочется его отблагодарить. Да, вот такой хороший, что-то сделал, помог, защитил, спас. Я хочу его отблагодарить. И потом уже во вторую очередь вы его рассматриваете как мужчину, что он красивый, что у него фигура, что у него там лицо, манеры, голос. Да, это уже во вторую очередь рассматриваете. Мужчине очень будет тяжело с вами, потому что вы женщина непростая, вам сложно угодить, и если что-то вам не нравится, просто встаете и уходите. Вот нет такого, что вы там скажете: ну ладно, еще посмотрю, там присмотрюсь, дам еще один шанс. Нет, вы уже никому и никогда вторых шансов не даете. Вот, поэтому будет очень сложно. Скорее всего, ангелы это понимают и именно сводят вас именно в какой-то вот сложной ситуации, где мужчина будет проходить испытания, помогая вам. Так, у кого-то мужчина лев, у кого-то мужчина по характеру как лев. Ну, царь зверей, да? Царь зверей. Ангелы, которые к вам ведут мужчину, это не простые ангелы, это ангелы вашего рода. Это ваши родственные души. Знаете, как будто бы род нашел вам мужчину, вот, и они его ведут. Ведут, не просто так ведут. Если ваши два рода объединятся, то какая-то кармическая задача закроется, но и вы счастье обретете. С таким человеком счастье обретете. Но смотрите, да, сладкое без горького прям совсем не ощущается. Я вот вижу, что с этим мужчиной будут моменты, где вам тоже чему-то придется научиться. Не все так вот прям гладко, как кажется. Не все так гладко. Я вот вижу с его стороны женщину с очень таким, знаете, надменным характером. И женщина, которая очень ревнивая, такая вот прям, знаете, фыр-быр женщина. Это не бывшая, это не любовница. Это очень похоже либо на маму, либо на дочь похоже. Ну, может быть, еще и сестра. Но сестра такая, знаете, старая дева, да, которая вот прям совсем ни котенка, ни ребенка и не собирается. Очень плохой характер. Вот у него не подарок характер, а у этой женщины еще хуже. Еще хуже. Прям вообще отвратительный. И вам еще придется как-то с этой женщиной общий язык находить, потому что для мужчины эта женщина любимая, родная, любимая. Вот. И чтобы ему угодить, да, чтобы все хорошо было, придется находить общий язык. И это будет, наверное, уже ваше испытание. Подружиться с очень строптивой особой. Да, строптивая, очень строптивая. Вот, что касается вас. Еще, девочки, вот по вам могу сказать, что вы
Сердцем чувствуете, что что-то приближается. Может быть, вы такая вот прям эмансипированная барышня, да, и тут ни с того ни с сего потянула на онлайн-гадание, да, вот попалось вам это видео, но потому что сердце чувствует, что что-то приближается, да, приближается этот мужчина, может, сны какие-то вам снятся. Вот у меня есть девушки очень с классной интуицией здесь на отсыпке, есть девушки, которые прям 100% дар имеют, и есть девушки, у которых, ну вот, как это, чуйка, да, как правильно сказать, не обижайтесь только, пожалуйста. Ну, у каждого это по-своему проявляется, да, у каждого по-своему. Но вот прям что-то есть, вот прям чувствуется в воздухе. Вот, может быть, вы сами не понимаете, что залезли в интернет, и вот то, что вам попалось, да, это вам подсказки идут. Те видео, которые вы просматриваете, это вам подсказки. Ну, к мужчине. Мне идет, что ваши предчувствия, ваши сны, они к новому мужчине. И, скорее всего, сейчас у вас действительно какая-то есть проблема, с чем-то вы столкнулись, либо ощущаете, что с чем-то столкнетесь. И вот этот мужчина будет призван вам помочь. У кого-то, возможно, там здоровье. Этот мужчина, он там прям доктор, да, главный врач, ведущий специалист. У кого-то отыграется, что этот мужчина, допустим, там, не знаю, юрист, юридическая компания. У кого-то, что мужчина строитель, да, строительная компания своя. Ну вот показано, что мужчину ведут, вот, ведут к вам, и дорожка у него прямая, вот через испытание в четверку уходит. Да. Вот как только он испытание пройдет, вы уже на него другими глазами смотрите, и тогда ему четверку захочется предложить, и вы четверку от него берете. Вообще у вас единица, и у него единица. Вы оба лидеры, вы оба сильные. Но сильные по-разному мне идет. У вас не будет по этому поводу споров, но вместе у вас портал изобилия. Здорово. Вот смотрите, я вам дам подсказку на будущее. С этим мужчиной у вас действительно очень сильно может измениться жизнь. И также у него с вами может измениться жизнь. Вы друг другу этот портал изобилия открываете. А это значит большие деньги, лучшие условия, больше возможностей, более как богатая, обеспеченная жизнь, здоровья больше, счастья больше, радости больше. Да? Портал изобилия. Но только вам ссориться нельзя. И это ревновать, подозревать нельзя. Как только это произойдет, этот портал изобилия, он будет наизнанку выворачиваться, да, а у вас будет уходить. Если вы любите друг друга, живете тихо, мирно, спокойно, в любви и в гармонии, это изобилие, оно прям как манна небесная сыпется на вас. Как только какая-нибудь там передряга, ссора, кто-то кем-то недоволен, приревновал, портал изобилия будет выворачиваться. Конечно, люди не роботы, и очень тяжело жить 24/7 с улыбкой на лице. Но с другой стороны, можно стараться, и нужно стараться, да, чтобы не было конфликтов и дурные мысли гнать из головы. Я вижу, что вы будете друг к другу честны. И я вижу, что никого не потянет налево, ни вас, ни его. Вам будет достаточно друг друга. И я вижу, что вам нужно что-то вместе делать. Вместе чем-то заниматься. То есть либо у вас должно быть одно дело на двоих, ну, либо как есть основное дело, а есть как дополнительное, да. Либо хобби должно быть одно на двоих, ну, либо собаку сразу заведите, может, кошку заведите, да, чтобы что-то вас сразу соединяло и объединяло. Если вы молоды, там, детей рожаете, это будет вас объединять. Хорошие знаки, хорошие. Видите, буква А с его стороны, буква А с вашей стороны. С его стороны буква А такая немножко, знаете, вот широкая, приземистая, с вашей высокая, как башня. Два новых начала. Вы друг другу жизни меняете, как сходитесь. Он для вас новое начало, вы для него. Хорошие знаки, очень хорошие. И еще хочу предупредить, что как только вы сойдетесь, уже как пара будете, да, сразу вот какой-то мужчина из вашего прошлого вынырнет. И такой наглый вот мне идет, прям, ну, очень нагло себя будет вести, будет вас донимать. Вы смотрите, его не прячьте, вы сразу своему этому новому скажите, что бывший объявился. Пусть он сам с ним разберется. Скрывать, прятать не надо. Не надо, девочки, иначе все равно все раскроется, мужчина будет думать плохо. Он может подумать, что вы там, ну, как любовника себе завели.
Если он тебе не любовник, то зачем тогда ты его от меня скрывала? Да, ну сказала бы как ей, что вот бывший объявился. Вот, поэтому имейте это в виду и ничего не скрывайте. Я вижу, что мужчину веду для счастья, для укрепления вашего рода, для укрепления рода этого мужчины и для того, чтобы портал изобилия наконец-таки вошел в вашу жизнь. Вот вдвоем вы его открываете. Порознь не получается открыть, а вдвоем получится. Мои хорошие, будьте изобильны, будьте счастливы, и пусть все у вас сложится самым лучшим образом. Пусть счастье войдет в ваше сердце и поселится там навсегда. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.